Добрый день, дорогие друзья! Нахожусь в районе Сая-парка и увидел квартиру, которая продается в одном сете на первом этаже, турецкий первый этаж от Каризма. Интересный дизайн, фасадное решение мне очень понравилось. На первом этаже парикмахерская, на нулевом этаже. На первом, получается, вот эта квартира продается. Район очень хороший, ближе к Марine Порт, набережная тоже видно. Здесь тоже вот один дом такой, новопостроившийся. Тоже в этом домике тоже продается квартира. Вот еще квартира продается, Мафа Эмлак Сатылык. Вот такие дома здесь. Beyhan Home Design. Вот так выглядит эта карта. Стоит 5, местами 5-6 лир. Их можно купить, где написано Tekeli Shop, где продают напитки. Вот. И, например, покупаете его за 5 лир. Карта сама стоит 5 лир. И загружаете туда денежки. Например, я отдал за эту карту 20 лир. 5-6 лир это получается сама карта. И там 15 лир на баланс закидывается. В Мерсине достаточно много таких магазинов, таких как Tekeli Shop. Вот. И вот в таких магазинах можно покупать эти карточки. Немного о погоде, дорогие зрители. Сегодня солнечно, обещают хорошую теплую погоду. Пятница сегодня. Вот я говорю, что в этом районе Мезитли тоже разные квартиры можно посмотреть в сторону гор и тоже вниз в сторону моря. Вот после снятия локдауна частично вот эти кафешки начали работать в Marine Порт. Раньше не было эти лавочки. Вот Бисквит начал работать, Беймен, магазины, бутики. Сейчас официанты расставляют стулья. Несмотря на то, что коронавирус растет, заболеваемость в Турции растет. Вот. Суббота, воскресенье, те, которые входят вообще по всей Турции, запрещено выходить. И рассаживается, да, вот, например, видите, столик отмечено, что здесь нельзя садиться, то есть только определенное количество посадочных мест. Вот, Чакалапс тоже расставляют определенные столы. Что хочется сказать, дорогие зрители, относительно ситуации, которая вообще происходит в Турции, да, заболеваемость растет, поэтому перед тем, как прилетать, нужно будет уточнять. Хэш-код тоже не отменял, электронные хэш-коды до вылета, до 72 часов. Хэш-код электронно активируется. Потом недавно тоже прилетали подписчики с Кыргызстана, из России. Какая ситуация, дорогие зрители? Уточняйте, пожалуйста, о бронировании гостиницы, потому что некоторые гостиницы могут быть закрыты и до вылета. Даже если вы бронируете через booking.com, то нужно уточнять, дозваниваться, постарайтесь дозвониться до администраторов, написать, чтобы они подтвердили именно бронь. У нас так получилось, что прилетела пара,
и у них бронь не подтвердилась, и оказывается, их гостиницу там оштрафовали полиция на 10 дней, и они не могли принимать гостей, и они были вынуждены искать другую гостиницу. Это тоже определенные трудности, когда вы прилетаете, искать нужно. И еще один момент, когда вы прилетаете, допустим, кто-то из Кыргызстана прилетает, нужно перевести свой мобильный телефон в режиме роуминга. Это делается каким образом? Нужно у оператора связи, обычно вы приходите в головной офис или где обслуживает абонента, сказать, что мне нужно роуминг. Тариф обычный переводите, где вы платите определенную сумму денег для разговора, да, там минута, там 50 тыин или так далее. Вы говорите, что сообщите мне комбинацию, с помощью которой можно активировать услугу роуминг. И когда вы садитесь на самолет, вы набираете эту комбинацию, отправляете смс-сообщение, и у вас активируется роуминг, и выключаете телефон. Все. Почему это вам важно? Потому что, например, есть у вас же банковская карта, если из Кыргызстана, то привязана к эквайрингу, нужно получать смс-ки подтверждения. Это как бы дополнительная защита. Те, которые используют Демирбанк, они знают, о чем идет речь, потому что Демирбанк, когда вы покупаете билеты или покупаете, например, какие-то товары в интернете, Trendyol или Hepsiburada, то когда вы ложите товар в корзину и говорите «купить», вводите свой шестизначный номер карты и CV на обороте карты, то он отправляет вас на эквайринг. Что такое эквайринг? Это 4- или 6-значные цифры, которые вы должны подтвердить, по которой приходит смс-ом, и вы подтверждаете, что именно вы совершили эту покупку, а не кто-то другой. Интересно, что в Алиэкспрессе эквайринг не используется, поэтому будьте осторожны. Потому что если либо вы, либо ваши дети какой-то товар понравился, положил в корзину и потом нажмет «купить», то денежки спишутся. Поэтому будьте осторожны в этом плане. Вот такие некоторые соображения, напоминания по поводу тех, которые прилетают, что роуминг все равно нужен, определенные, потому что не везде, как я говорил, есть интернет, а роуминг на балансе где-то $10, она вас может очень здорово выручить. Какие-то экстренные звонки, сообщить, где вы находитесь и так далее. Да? И даже вот элементарно покупки через эквайринг будет активировано. И кроме этого, возможно, вам нужно будет совершать внутренние перелеты Стамбула в Измир или Мерсин, Анталия. Но через внутреннюю систему obilet.com вы можете покупать самостоятельно билеты. Уточняйте тоже опять, с какого аэропорта вы вылетаете, чтобы не было так, например, вы прилетели в новый аэропорт Стамбула, а вам нужно из Gökçebaşan со старого аэропорта вылететь. Поэтому надо уточнять.